Сухумская горская школа официально открылась 4 апреля 1863 года. Она была исключительно для мальчиков. В самом начале в ней училось 20 юношей. Шли годы, школа росла, развивалась и в разное время, несмотря на многие обстоятельства, оставалась образцовой. Почти 50 лет Мадлен Адлиба провела в 10-й школе. В 6 лет ее сюда за ручку привела мама, а через 2 десятилетия молодой педагог по английскому языку уже сама вернулась в родную школу преподавать. Мадлена Александровна вспоминает послевоенные годы. Это было очень сложно. Наши учителя даже работали, можно сказать, на энтузиазме. Не можно сказать, это все было на энтузиазме. Но мы так хотели восстановить нашу школу, мы так хотели сюда вернуться, что нам было как-то без разницы, лишь бы выстоять. Учителя 10-й школы с гордостью говорят о своих выпускниках. Многие из них отправили за родные парты уже своих детей. Педагоги радуются карьерному росту для них навсегда учеников. Мои ученики уже повсюду. Вот куда бы я, в какую бы область нашей Абхазии не пришла, начиная, как говорится, с заведующим главврач республиканской больницы Эрик Хатва, Дима Маршаня, Дима Осия, наши депутаты. Ну, в общем, можно перечислять и перечислять. В феврале 1994 года Лариса Барциц вышла на работу учителем русского языка и литературы в 10-ю горскую школу имени Нестора Лакоба. До этого педагог работала в Ткварчале, там же была в войну. Послевоенные школьные годы Лариса Борисовна описывает как непростые, но важные в истории коллектива, как педагогического, так и ученического. Мы 2 года работали не за какую-то зарплату. Дети рвались к знаниям. В 1997 году мы выпустили 3 параллельных класса. В одном из них я была классным руководителем. И был в этот год 13 выпускников-медалистов. Среди них кандидаты наук, люди, которые работают и сейчас на ответственных постах. 3 года Лариса Барциц была директором 10-й школы. Сейчас педагог, зауч старшего звена. С гордостью говорит о выпускниках, отмечая, что за 30 лет глобально дети не изменились. Изменились обстоятельства, в которых они растут. Не могу сказать, что кардинальные изменения есть, но все-таки век технологий он не стоит. И то, что наши дети уже стали даже больше нас знать, больше общаются с техникой, и нас заставляют задуматься и о своих уроках, и методах преподавания. Дети очень раскованные, они гиперактивные, правда. Мы горды своими детьми. Какими бы они ни были, это наши дети, и мы всегда стараемся найти с ними общий язык. Как в хорошей дружной семье мы можем и пожурить, и похвалить, и они нас любят, и мы их любим. И сегодня в 10-й школе есть кем и чем гордиться. На торжественной линейке дети коротко показали свои увлечения и таланты. Девятиклассница Алиса Будьба признается, что любит свою школу, ходит сюда с удовольствием. Наша школа очень красивая, здесь очень много хороших людей, преподавателей, которыми я очень горжусь, и все мы одна большая семья.
Конечно, в родной школе приятнее всего петь для своих друзей, для учителей своих. И очень большая поддержка от всех. То здание, в котором сейчас размещена школа, было построено уже в советское время. В 1925 году Кондрат Дзюдзаря, будучи директором, выступил с инициативой о том, что школе необходимо новое вместительное здание. На 11 лет это место становилось домом тысячам детей. Все они абсолютно точно знают и гордятся историей своей школы. Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ.